Рады поздравить нашего славного восходителя Дейтов Магомеда, который поднялся на вершину пика Ленина. 5 августа 2016 года Магомед Дейтов покоряет пик Ленина, один из сложнейших маршрутов по миру, проходящий половиноопасным участком с множеством коварных трещин. Ингурский альпинист стал первым кавказцем, совершившим соло восхождение в одиночку на этот семитысячник. 7134 метра. Соукузван акклиматизации на 6700 метров. Соседний говорят, а головян, я палатку кузвот это. Восхождение на семитысячник было не самым легким для спортсмена. Из 470 человек на вершину поднялся только 31 альпинист. Сегодня, спустя чуть больше года, Магомед вновь готовится покорить новую, самую высокую точку планеты – Эверест, высотой около 9000 метров. Альпинист уже изучил маршрут, по которому будет взбираться вверх. Сейчас идет усиленная подготовка восхождения, планируемого восхождения на Эверест. Все, наверное, знают, что это такое Эверест и альпинизм. У нас в республике уже есть, можно сказать, уже не первые шаги в этом направлении. Мы смело и красиво движемся вперед. Вперед, и только такая цель у Магомеда – взойти на Эверест и поздравить жителей республики с 25-летием самой высокой точки земного шара. Такую миссию перед собой ставит альпинист. Так как есть опыт уже восхождения на семитысячнике, сейчас мы можем уже от чего-то уже отталкиваться. Есть база своя и есть свое представление о том, что нужно выбирать, как нужно выбирать, какие маршруты. Первым делом альпинисту необходимо собрать походный рюкзак, проверить все снаряжение, без которого просто не обойтись. Подъем и спуск по горному хребту занимает много времени. В рюкзаке не только все, что страхует альпиниста, но и согревает и кормит. Альпинистский канат 47 метров, кошки, карабины. Здесь каждое снаряжение альпинист тщательно проверяет, ведь от этого зависит не только успех в покорении Эвереста, но и жизнь самого спортсмена. Все это весит около 40 килограмм. Такой груз альпинисту приходится поднимать на вершину вместе с собой. Маска солнцезащитная, очки солнцезащитные, но отличие в том, что маску одеваем именно тогда, когда сильный ветер, чтобы он не задувал уже. Очки тогда не помогают. Рюкзак 105-литровый, основной, штурмовой рюкзак, каремат, спальный мешок, ботинки Эверест, Замберланд. Это, в принципе, это 50%, наверное, по важности всего, что здесь есть, это ботинки. При восхождении могут возникнуть непредвиденные ситуации. Без этого редко обходится, поэтому все свое снаряжение Магомед каждый раз проверяет досконально. Жума, тоже пэцл. Французы вот придумали такую вещь. Это когда ты идешь по веревке, даже могу вам продемонстрировать. Вот. Он никогда не пойдет вниз. Даже если срыв, бывают моменты, когда срыв слишком большой высоты. Ускорение его срывает. Но есть другие моменты для этого. Магомед занимается альпинизмом около 7 лет. В прошлом году он стал лучшим альпинистом СКФО и мечтает, чтобы со временем ингушская команда покорителей вершин пополнилась новыми активистами. Руслан Албогачиев, Магомед Урусханов, Новости 24.